Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня у нас в студии заместитель министра туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Александр Кокоев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, тем у нас очень много на самом деле, потому что сейчас все вдруг осознали, что привлечение частных инвестиций на самом деле один из выходов, да, это то самое, что может помочь нам поднять бизнес в республике. И давайте вот с самых последних новостей. На прошлой неделе Северная Осетия подписала договор с Азербайджаном о сотрудничестве. Вот, собственно, что нам даст этот документ и как будем работать дальше? Да, действительно произошло очень важное событие в наших международных связях. Мероприятие прошло довольно-таки успешно, оно было наполнено рядом встреч и переговоров, которые последовали вслед за подписанием данного соглашения. Мы презентовали инвестиционный потенциал Республики Северная Осетия Алания для представителей бизнес-сообщества Азербайджанской Республики, после чего были проведены и переговоры отдельно с представителями некоторых компаний. В частности, нас интересовал туристический сектор Азербайджана, нас интересовал банковский сектор Азербайджана на предмет возможности его вхождения в республику путем представительств либо филиалов. В частности, были проведены переговоры с Международным банком Азербайджана. Уровень проведенных переговоров и точечность задаваемых нам вопросов, даже сами переговоры продолжались чуть-чуть немногим больше часа, и очень детальные вопросы нам задавали и заместитель председателя правления банка, и его коллеги, которые занимаются и потребительским рынком, и корпоративным рынком, инфраструктурными проектами, которые носят больше государственный характер. Очень много вопросов было задано. Мы договорились о том, что непосредственно перечень этих вопросов будет сформирован. На те вопросы, на которые, соответственно, мы могли дать комментарии, они, безусловно, были исчерпывающе даны нами. Но, ряд других вопросов нуждался в более детальном освещении, и в том числе в цифренном эквиваленте. И мы договорились о том, что сразу, буквально после проведенных переговоров, мы обеспечим наших, коллег из Международного банка Азербайджана всей необходимой информацией. В дальнейшем ждем приезда представителей банка в Северную Осетию. В дальнейшем это когда? И когда мы можем говорить более детально и более, не знаю, о фактах каких-то в плане сотрудничества с Международным банком Азербайджана? После необходимых всех процедур, которые носят предварительный характер, полагаем, что к концу марта либо к началу апреля подобная встреча состоится с приездом азербайджанских коллег. И здесь на месте мы уже сможем презентовать возможности для присутствия Международного банка Азербайджана. Если говорить о сотрудничестве с другими государствами, совсем недавно еще общались и с представителями Ирана, да? Что в том направлении сейчас делается? Есть ли какие-то подвижки? Не только с представителями Ирана, что приятно отметить. Мы планомерно работаем в этом направлении по выстраиванию международных отношений, внешнеэкономических отношений с нашими партнерами. Это прежде всего, как я уже отметил, республики Закавказья, Азербайджан, Грузия, Армения. Также, Турецкая республика и Исламская республика Иран. Ближний наш круг, скажем так, это Турция и Иран. Поэтому мы делаем это с охотцей, мы это делаем уже не первый год. В сфере интересов турецких партнеров, турецких предпринимателей лежит прежде всего те сферы, в которых Турция занимает очень активную позицию. Это прежде всего продукция турецкого импорта в Российскую Федерацию, плодоовощная продукция, если говорить по номенклатуре, и продукция строительных материалов. Турция очень активный игрок на рынке стройматериалов, как и на рынке плодоовощной продукции, как и выращивания, так и переработки ее. Турция вторая страна в мире по наличию тепличного хозяйства, по площадям закрытого грунта. Мы это прекрасно понимаем, и республика в своем инвестиционном портфеле имеет ряд очень эффективных, выгодных проектов, в том числе и по закрытому грунту, по переработке плодоовощной продукции, так и в рынке стройиндустрии. Наши инноваторы активно разрабатывают новые строительные материалы. Ресурсная база республики богата необходимыми глинами для производства высококачественного кирпича. Как вы знаете, у нас один из самых высококачественных запасов базальта. То есть республика
открыта для взаимодействия с инвесторами, значит, и с Турецкой Республикой, и с Исламской Республикой Иран, и может предложить для внимания инвесторов ряд проектов. Если говорить по взаимоотношениям с Исламской Республикой Иран, они очень активно развиваются в последние 2 года. В этом году мы провели форум, который носил название «Бизнес Кавказа и Исламской Республики Иран», на котором приняли участие 182 делегата, достаточно представительный форум. Было подписано соглашение между Институтом иранским ИРАС и Северо-Осетинским госуниверситетом. Были достигнуты договоренности об открытии кафедры фарси. Культура является неотъемлемой частью развития отношений, но так как мы призваны развивать прежде всего экономический блок, особняком для нас стоят вопросы развития торгово-экономического взаимодействия с Исламской Республикой Иран. Вот. Побывал с официальным визитом чрезвычайно полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации доктор Мехди Санаи. В этом году вот, довольно-таки представительная делегация была. Были проведены встречи с главой республики Таймуразом Замбековичем Мансуровым, с председателем правительства Сергеем Керменовичем Такоевым и кабинетом министров. Дальше были проведены определенные бизнес-контакты, проведены встречи с бизнес-сообществом Республики Северная Осетия Алания при участии торгово-промышленной палаты республики. Очень плодотворно прошла 2-дневная программа пребывания чрезвычайно полномочного посла. Это очень позитивный настрой, очень неплохие результаты на данный момент. Ну, они нуждаются, безусловно, в наполнении и в дальнейшем более эффективном развитии их. Ввиду чего буквально 19 числа отбывает делегация республики, передовая группа, скажем так, которая будет готовить визит уже, который состоится, дай бог, летом, визит уже под руководством главы республики и председателя правительства в Исламскую Республику Иран. Где-то неделю продлится наш визит. И еще раз говорю, уже согласована повестка дня и программа пребывания, довольно интенсивно предвидится данное мероприятие. И надеюсь, что после этого мы повстречаемся и нам будет чем похвастать какими-то уже достигнутыми соглашениями, значит, и рассказать вам о том, как прошел наш предварительный визит в Исламскую Республику. Ну вот если говорить о сотрудничестве с другими государствами, насколько охотно стали инвесторы и вообще все бизнес-сообщество уделять внимание Северной Осетии? Стала ли Северная Осетия инвестиционно привлекательнее на самом деле? Мы работаем над этим. Безусловно, это наша задача. Прежде всего, мы надеемся привлекать иностранный капитал, естественно, в одной из самых приоритетных сфер развития экономики республики, сферу туризма и рекреации. Это 2 крупнейших наших проекта, наиболее эффективных проекта. Проект строительства круглогодичного туристическо-рекреационного комплекса «Мамисон», который входит в пул крупнейших проектов туристического кластера, который Российская Федерация развивает на Северном Кавказе. Помимо этого, это проект создания круглогодичного парка отдыха и развлечений «Лысая гора», из которой проходит с участием австрийской компании «Винтертехник». Все необходимое для того, чтобы сделать подобного рода комплекс, значит, с точки зрения природно-климатических условий есть. Дальнейшая проработка и структуризация данного проекта ведется. Сейчас ведется разработка бизнес-плана и финансовой модели. Совместно с компанией V-Consulting налажено взаимодействие с финансовым оператором данного проекта, компанией Сбербанк, в которой планируется привлечение финансовых ресурсов в виде инвестиционного кредита. В общей сложности проект несколько увеличился с изначальных параметров, значит, и достиг суммы, значит, 2,8-2,9 миллиарда рублей, но это все равно довольно компактный проект, недостаточно такой многомиллиардный и ресурсоемкий для того, чтобы он оказался неподъемным, да, без участия, допустим, федерального центра. Этот проект реализуем и с участием, прежде всего, как регионально, с участием Северной Осетии самой, и с привлечением, значит, необходимых кредитных ресурсов, и с участием вот австрийской стороны компании «Винтертехник». Предполагается, что в 4 зимних, приблизительно 4 месяца в зимний осенний период, где-то с середины ноября до середины марта, возможно, будет культивирование именно горнолыжного туризма. Планируется постройка 4 трасс.
значит, необходимых оснежительных установок, потому что мы понимаем, безусловно, то, что нужно будет, значит, наличие искусственного снега для того, чтобы бесперебойно было, значит, наличие услуг вот по этой сфере. А в летние периоды, значит, и в весенние периоды, возможно, будет культивирование других видов спорта на многофункциональных площадках, ресторанах, кафе, зоны шале, велосипедных прогулках, значит, и ряда других активных видов спорта. Все, что здесь все идет, скажем так, согласно нашего графика, согласно некоторым дорожной карты. Вот. Ну вот согласно вашему графику, когда должна Лысая гора заработать? Ну, учитывая то, что сейчас ситуация на рынке очень непростая, и ситуация вообще экономическая в стране непростая, то если ее достаточно четко не могут прогнозировать даже прогнозные ведомства, то республики, конечно, сейчас заявлять, что во что бы то ни стало там проект заработает в 2016 году в январе месяце, не пристало быть, раздавать такие заявления, которые бы могли носить только предварительный характер. Мы надеемся, что данный проект уже будет функционировать в 2017 году. При условии получения кредитных ресурсов в этом году, в первом полугодии, мы надеемся, что канатные дороги, необходимая инфраструктура, оснежительные установки заработают уже в 2017 году. Еще раз скажу, что данный проект менее ресурсоемкий, чем наша туристическая витрина, назовем ее так, проект «Мамисон». Поэтому, на мой взгляд, она может быть реализована в гораздо более короткие сроки и, значит, имеет больше предпосылки для реализации в ближайшее время, чем вот такой грандиозный проект, как «Мамисон». Однако, значит, не стоит сбрасывать, безусловно, с внимания, из повестки дня, а наоборот, республика должна отстаивать право развития такого комплекса, как «Мамисон», и мы ведем эту работу. Не было получено нами никаких письменных заверений о том, что строительство проекта приостановлено. Очень многое сделано для того, чтобы «Мамисон» состоялся. Если говорить об инфраструктуре, то мы можем сказать, что она практически уже состоялась, там, процентов на 80, если это касается значит, автодорог, если это касается значит, вопросов проведения, значит, электроэнергии, подведения внешней инфраструктуры с подведением внешних и коммуникаций, и энергетических, и газа, и электроснабжения, и автомобильной дороги, она уже сейчас существует. Есть интенсивные контакты у курортов Северного Кавказа с иностранными инвесторами. Сейчас, скажем так, именно курорты Северного Кавказа призваны более активно и более эффективно работать и действовать для того, чтобы этот проект состоялся. Безусловно, опираясь и на республиканское руководство, и, безусловно, опираясь в части софинансирования на бюджет Северной Осетии, но тем не менее первую скрипку и самую активную позицию должны занимать именно вот курорты Северного Кавказа. Возвращаясь опять-таки к проекту «Лысая гора», вот наличие горнолыжных трасс в черте города стало одной из тех характеристик, что привлекли международную гостиничного магната, да, то есть компания Hilton решила строить, точнее не строить, они решили открывать у нас отель под своим брендом, да. Что, собственно, теперь с этим проектом? Что, собственно, с гостиницей Hilton? Ну, можно, наверное, уже сказать о том, что это будет, скорее всего, гостиница Hilton. Тем не менее, как вы понимаете, это была недостроенная гостиница «Москва». Вот. Город предпринимал очень активные усилия для поиска инвесторов. И не только город, и, значит, правительство в целом, вот, которые увенчались вот контактами с такой призванной известной сетью, значит, отелей, как Hilton Worldwide. Значит, с визитом в республике в декабре месяце побывал руководитель российского подразделения Hilton Worldwide, господин Алексей Шаталов. Вот. Господину Шаталову был презентован и корпус, недостроенный корпус гостиницы «Москва», значит, и изначальный проект создания гостиничного комплекса «Москва». Конечно, можно сказать, что проект был откровенно неудачным, потому что на такую большую квадратуру, значит, всего порядка там 40 номеров только было. Вот. Представители сети отелей Hilton, проанализировав и то, что, значит, сейчас есть, значит, и
увидев проект данный, было ими принято решение переработать данный проект, и по результатам его, значит, практически двукратное увеличение номерного фонда предполагается. Очень серьезный настрой был, значит, у представителей Hilton Worldwide, что полагает нам надеяться на то, что эти интенсивные контакты достигнут красивого финала в лице присутствия на рынке такого важного игрока, как Hilton. Такие крупные проекты, да, они в основном в сфере туризма, в сфере гостиничного бизнеса и так далее. Если говорить о сфере социальной, на форуме в Сочи мы представили 3 проекта, они были все 3 абсолютно другие, не были похожи ни на Мумисон, ни на другие проекты, которые мы представляли, многомиллиардные, они были намного меньше и намного компактнее, более реализуемые. 3 проекта, вот что с ними сейчас? 3 проекта было презентовано. Это проект создания сети южной автобусной линии South Pass Lines, как мы его еще назвали для иностранного инвестора. Если в целом посмотреть на карту всего Кавказа, то увидите, что Осетия занимает место аккурат в середине, мы сердце Кавказа. Через территорию республики проходят 2 федеральные дороги, я имею в виду военно-грузинскую дорогу и Транскам, которые соединяют, значит, Российскую Федерацию с Закавказьем и являются кратчайшими путями, сухопутными путями, значит, из стран Среднего и Ближнего Востока, значит, в Европу. И это является именно и предпосылками активного нашего контакта и развития внешней экономики. И прежде всего такой проект, как организация пассажирских перевозок, будет ряд и других преимуществ, значит, для нашей республики. Вот. Изначально планировалось открытие 17 линий, которые будут соединять, значит, Осетию и страны Закавказья с Российской Федерацией, но возможно и дальнейшее расширение, значит, сети автобусных линий. Если говорить о том, как сейчас идет, значит, реализация данного проекта, то, значит, необходима документация направлена и в необходимые лизинговые компании, так как закупка автобусов планировалась, что это будут высококомфортабельные автобусы иностранного производства. Как вы сейчас сами понимаете, с нынешней ситуацией на рынке и с двукратным падением курса рубля, многие процессы касаемо лизинга и выдачи финансовых кредитов, не могу сказать, что остановились полностью, но они испытывают стадию стагнации и недостаточно интенсивного развития, вот, в силу чего возникли объективные сложности в получении кредитных ресурсов либо в оформлении, значит, этого проекта, значит, в форму лизингового финансирования. Тем не менее, этот процесс идет, и абсолютно мы не отказываемся от этого проекта, считаем его очень важным, тем более он нашел одобрение, значит, и окружных властей, значит, и федеральных властей, поэтому мы, значит, с надеждой смотрим в будущее. Если говорить о 2 других проектах, которые республика представила на Сочинском международном форуме, то это проект строительства завода по производству талой ледниковой воды «Белак», ООО «Белак». Значит, основной фишкой или изюминкой, если позволите так выразиться, этого проекта является то, что сам завод позиционируется как самый высокогорный завод на территории Российской Федерации и второй в Европе. Вода будет разливаться непосредственно в месте истекания, да, то есть непосредственно в месте, значит, где, значит, данный источник талоледниковой воды, значит, истекает. Поэтому вода будет лишена механического трения, которое могло бы быть в случае, если бы она доставлялась цистернами, значит, в высокогорье и разливалась бы уже на равнине. Инвесторам инвестирована сумма более 400 миллионов рублей в строительство завода. Сама коробка завода готова. Дело лишь за наличием инвестиций, прежде всего кредитных инвестиционных ресурсов, возможно привлечение и внешнего игрока или одного из мощных операторов, водных операторов Российской Федерации, для того, чтобы уже закупить необходимое оборудование и, собственно говоря, произвести старт в производстве вот такого премиальной воды, как ледниковая талопитьевая вода. Третьим проектом, который мы презентовали на Международном Сочинском инвестиционном форуме, был проект компании «Стиль». Суть проекта заключается в строительстве
неким таким диагонально-гнездовым способом невысотного строительства, что в нашей сейсмоопасной зоне достаточно очень важно, и сейсмика данного проекта рассчитана на 9 баллов, вот, что является неотъемлемым условием, значит, на Северном Кавказе строительства подобного рода объектов. Суть проекта включает в себя формирование вот некой такой социальной этногруппы, где были бы единые дворы, где на каждый, значит, блок из нескольких домов был бы единый, значит, был бы один детский сад, где, значит, на один квартал была бы уже, значит, общеобразовательная школа, где в каждом доме, значит, был бы, значит, некий медицинский пункт для оказания первичных медицинских услуг. Очень красивый проект, очень важный проект. И проект, который позволит снизить себестоимость жилья так, чтобы считать это жилье доступным, жильем эконом-класса, но не экономом в плане качества произведенного жилья, а экономом как раз-таки в плане ценовой политики. Поэтому мы знаем, что вот в районе, скажем так, городка Хольцман уже в пилотном проекте и стиль, значит, где-то построил уже, где-то продолжает еще строительство вот подобного рода жилья для того, чтобы можно было физически пощупать, убедиться, что это не фейк, что это не мишура, что это реальный абсолютно проект, что его можно реализовать, и вот таким образом он, значит, будет выглядеть. Вот если говорить об инвестиционном портфеле Северной Осетии, в нем 21 проект. Как мы говорили по данным прошлого года, да, сумма 18 миллиардов озвучивалась. Вот, собственно, что за проекты, какие из них производят собственный продукт или все производят, и какие из них мы можем говорить, что они вот будут реализованы скоро? Все компании, весь наш пул или, скажем так, перечень приоритетных проектов являются проектами, которые производят, значит, продукцию, услуги, добавленную стоимость, которая остается в республике, обладают налоговой бюджетной эффективностью, значит, не вредят экологии республики и, значит, являются социально и экономически эффективными. Именно эти условия, пятерка этих условий позволяет претендовать на тому или иному проекту, плюс еще общий объем проекта инвестиций, позволяет претендовать тому или иному проекту на право вхождения вот в этот самый, можно сказать, заветный пул, значит, приоритетных проектов. Республика не ограничивается только этими 21 проектами, но тем не менее мы выделяем именно их. Они изделятся и простираются в разных сферах народного хозяйства республики, значит, и экономики республики. Прежде всего, это проекты в области туризма, рекреации, это проекты в области создания кластера строительных материалов, это проекты в области создания инновационного продукта и формирования научно-производственного инновационного кластера, который мы обозначаем в нашей стратегии инвестиционного развития тоже как приоритет. Это проекты создания, в том числе, вот, значит, и энергогенерации, энергоэффективности, проекты строительства Зарамакских ГЭС с основным оператором Росгидро и, безусловно, проекты в области агропрома и промышленной переработки. Республика обозначает данные 6 кластеров как основные для развития своего. Плюс к этому еще проекты создания агрологистических и транспортно-логистического комплекса, так как, безусловно, не стоит сбрасывать наше важное геополитическое положение и позиционирование республики как южных ворот России. Крайне важные проекты, стратегически важные и экономически эффективные проекты – это проекты создания транспортно-логистических комплексов, таможенных терминалов, значит, возможность создания в республике особой таможенной зоны с тем, чтобы разгрузить международный пункт пропуска Верхний Ларс. Вот. И подобного рода работа, в том числе и документальная переписка, значит, ведется с теми федеральными службами, которые курируют данное направление. Ну и в завершении у меня такой вопрос. Вот Министерство туризма существует совсем недавно, на самом деле меньше года, и уже есть ряд соглашений, которые, я думаю, все-таки могут доказывать успешность работы. Да? Вы сами уже говорили о том, что в других регионах говорят о том, что мудрое решение создания, выделения
вот этих вот этого направления в отдельное министерство. Как вы считаете, собственно, можно ли считать работу министерства успешным? И какое достижение, наверное, считаете вот главным, что смогли сделать за год? Ну, наверное, было бы не совсем корректно мне, как представителю министерства, давать оценки об эффективности деятельности нашего ведомства. Тем не менее, могу сказать об интенсивности нашей работы. Действительно, она вышла на абсолютно новый уровень, интенсивность работы в этом министерстве. Прежде всего, наверное, появились новые возможности, в том числе и различного рода и внешних контактов, различного рода участия в форумах, в мероприятиях. Это очень важно. Очень-очень важно, чтобы Осетию знали, чтобы Осетию любили, чтобы в Осетию старались ехать. Поэтому вот одной из основных задач нашего министерства является привлечение того самого и турпотока, и внешних инвесторов, и туристов, и, значит, формирование республики как такого важного культурного, значит, экономического, экспозиционного и другого центра Северного Кавказа. Мы таковыми являлись в Терской республике, мы таковыми остаемся и, даст Бог, долгие годы будем. А работу нашу, наверное, оценят лучше всего бизнес-сообщество республики, коим мы, значит, призваны помогать. Наверное, нашу работу призваны оценить прежде всего и граждане Северной Осетии, да, которые и активно занимаются бизнесом, и которым мы помогаем в различных сферах и аспектах нашей деятельности. И, наверное, прежде всего по профессиональному, значит, по профессиональным оценкам те, кто призван, значит, оценивать нашу работу. Мы надеемся, что мы, значит, находимся минимум в золотой середине, дай бог. Ну, я думаю, все-таки эффективность работы министерства заметили все, тем более, что за последний год очень много звучало и название ведомства, очень много всяких разных мероприятий. Мы желаем вам удачи, на самом деле, очень большой, потому что здесь без удачи никуда, и дай бог, чтобы в Северную Осетию, как вы говорите, не просто поехали, а захотели ехать. Спасибо. Вот это важно. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был заместитель министра туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Александр Кокоев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гагиева. Всего доброго и до встречи.